За горами, за лесами, за широкими морями жили-были мать с отцом, с дочкой, с сыном молодцом. Дети были непослушны, им трудиться было скучно. Дочка в зеркало глядит, а сынок всегда сердит. Дети, уезжая на 3 дня по делам, вы остаетесь с мамой, слушайтесь ее, помогайте во всех делах. А на Пасху я вернусь, будем праздник вместе встречать. Дети, помогите убраться. Но я же могу свои ручки запачкать. Пойду-ка я лучше свои новые бусы примерю. Вот еще, это не мужское дело. Наше дело сражаться. Мама трудится одна, ей ни отдыха, ни сна. До этого нет детям дела. И вот мама заболела. Дочка, принеси попить водички, что-то жарко мне стало. А у нас вся вода кончилась. Ну ладно, пойду на речку. Подожди, мама. Какая ты все-таки красивая и добрая. Пошла мать за водой. Вот папа приедет, мне новое платье привезет. Что-то дочки долго нет. Иди, сынок, сходи, не случилось ли чего? Ладно, мама. Не дошел сынок до речки, в драку сразу он вступил. Позабыл он про сестренку и про маму позабыл. Ваня, подожди. А тем временем, подкравшись вся из черного песка, к одинокой, грустной маме в дом вошла печаль, тоска. Ну что, забыли про тебя, дети? Не нужна ты? Нет, мои дети меня любят. Нет, ты никому не нужна. Я заберу тебя с собой. Нет, я не могу оставить детей. Все равно пойдешь со мной. Будь ты птицей. Мама, ты где? Вашу маму печаль тоска превратила в птицу и унесла. Она всегда забирает тех, кто одинок и никому не нужен. Нет, нам нужна наша мама. Если вы действительно любите свою маму, вы еще можете ее спасти. Нужно найти замок, где живет печаль тоска, и по самое утро, пока солнышко играет, попросить у мамы прощения. Мы ее спасем! Для этого вам нужно забыть самих себя и попросить помощи у того, кто всегда с нами. Идите на запад! У кого просить помощи, кто всегда с нами? Наша мама была всегда с нами, а теперь ее нет. Пойдем, нам надо успеть, осталось 2 дня. Идут дети день и ночь. Кто же может им помочь? Поменьше каждый есть старался, но хлеба лишь кусок остался. Отдай мое зернышко! Нет, это мое зернышко! Что случилось? Я первый нашел это зернышко, а он не отдает! Нет, я первый нашел это зерно, это он не отдает! Эх вы,
Забыл он, видно, сам себя. Я так устала. Ну, давай отдохнем. Здравствуйте, куда это вы идете? Мы идем сам отвечать тоски, маму нашу выручать. Когда вам надо переплыть через речку, хотите, я вам помогу? Конечно, хотим. Я дам вам по крылышку и можете перебраться на другой берег. А ты за это свои украшения. У нас завтра праздник Пасхи. Конечно, бери, они мне больше не нужны. До свидания, Бог вам в помощь. Удивительное дело, дочка вкус не пожалела. Видно, в путь не зря пустились, поумнели, изменились, и добрее каждый стал, словно кто им помогал. Но вот перед ними река течет широка, глубока. Вот эта река! Неужели эти крылышки нас перенесут? Вот этот замок! Какой большой! И дороги к нему нет! Как же мы туда попадем? Уже ночь, до восхода солнца осталось совсем немного. Что же делать? Кто же нам поможет? Дети, что вы здесь делаете так поздно? Нам нужно попасть в этот замок. Вы не можете нам помочь? Нет, мы спешим, а вы попросите помощи того, кто всегда с нами. А кто всегда с нами? Господь Иисус Христос. Вот увидите, Он поможет. Близится утро, вот сумрак ночной обнял нас тихо крылами. Солнце восходит, немного постой, ангелы молятся с нами. Смотри, замок тает. Мама, прости нас, мы тебя любим. Где же наш Христос воскресе? Воистину воскресе! Здрасте, родные мои! Вот и вся семья вместе, а я вам подарки привез. Христос воскрес! Воистину воскресе! Земля и солнце, поля и лес, все славят Бога, Христос воскрес! В улыбке синих, живых небес все та же радость, Христос воскрес! Роли исполняли петухи Бородкин Артем, Хамидуллин Амир, жены мироносицы Альберти Ксения, Волкова Милана, ангелы Бонифатьева Полина, Нягина Мария, бабочка Кузьмина Ангелина, печаль тоска Филиппова Настя, сын Петров Алексей, дочь Евдокимова Аксинья, мать Никитина София, отец Сергеев Женя.